2020 год. Год особенный. Человечество отмечает 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проходят годы, меняются идеалы, сама жизнь и граждане России. Современное поколение молодежи – это уже правнуки тех, кто был свидетелем и пережил войну. А что сегодня для них значат слова победы в Великой Отечественной войне и День Победы? Что знает современная молодежь о войне? Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой войной в истории человечества, в которой участвовало 61 государство с населением более 1,5 миллиарда человек, а погибло более 50 миллионов человек. Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз. Эта война стала для народа нашей страны Великой Отечественной. Люди сплотились перед лицом угрозы порабощения и уничтожения. Победа была заслужена истинным героизмом и мужеством бойцов, командиров Красной Армии. Беспримерный трудовой подвиг каждый день совершали труженики тыла. Назрела острая необходимость, чтобы с последними ветеранами и с детьми военных лет не умерла людская память о тех страшных годах и людях, которым мы обязаны своей свободой и спокойной жизнью. Приходит поколение людей, которое, к огромному сожалению, станет последним поколением, успевшим увидеть ветеранов Великой Отечественной войны. Пройдут годы, и все больше людей станет забывать своих героев, станет забывать подвиг советских солдат. И не только солдат, подвиг каждого героя, которого коснулось страшное горе под названием «Война». Война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи, отпечаталась тяжким бременем в сознании каждого человека. И, несомненно, самыми героическими персонажами тех событий были простые люди, которым судьба уготовила нелегкую участь стать защитниками своей родины и погибнуть, выполняя свой гражданский долг. Рассказать о мужественном подвиге простых героев войны, о нелегкой участи, которая постигла их, значит отдать должное памяти народному подвигу. Герои живы, пока живы их подвиги в памяти тех, кого они защищали. Проект «Я знаю, я буду помнить» создан в память о наших земляках, уроженцах Башкортостана, их родных и близких, о героях той войны, в память о тех, кто ковал нашу общую победу на фронте и в тылу. Все они были одной семьей, объединенные одной общей целью – победить. Хочется, чтобы мы тоже смогли почувствовать себя частью этой семьи. Мы поговорим о ценности мира, о жестокости войны через воспоминания. С болью в сердце мы понимаем, что ветераны уходят, их становится все меньше и меньше. Поэтому нам хотелось записать их живые голоса, как послание, адресованное нам, их потомкам. Выбор темы проекта не случайен. Немаловажным этапом проекта является его стадия, связанная с поиском участников. Однозначно, чем больше имен своих героев будет помнить общество, тем богаче его внутреннее наследие, крепче его патриотический дух, выше морально-нравственные устои. Что нас объединяет? То, что мы умеем любить, или то, что мы умеем воевать? Что дало силы победить? Может быть, любовь к родине, или к своей семье, или вера в победу? Эти и многие другие вопросы мы будем задавать участникам нашего проекта. Мы будем показывать крупные планы, чтобы увидеть эмоции, чувства, глубинные переживания. Может, кто-то захочет поделиться своей болью, а для кого-то это может стать покаянием. Мы надеемся, что этот проект может сплотить и объединить многих людей и будет способствовать воспитанию молодого поколения. Ранее в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых издавались говорящие книги. Книги по Брайлю башкирских и русских писателей о Великой Отечественной войне. В данном проекте говорящей книги «Я знаю, я помню» собраны беседы со старейшими читателями нашей библиотеки, которые делятся своими воспоминаниями. Здесь представлены судьбы разных людей. Тех, кто воевал, попал в плен, воспоминания о военном детстве. В проекте прозвучат стихи и песни, но главными героями проекта станут наши читатели, чьи голоса открывают проект и звучат в нем первыми. Это Шестова Анна Федоровна, Марданов Галий Гасимович, Дымова Лидия Алексеевна, Резник Татьяна Яковлевна, Алексеева Тамара Петровна, Курбишова Наталья Ивановна, Набиуллина Фания Мазитовна. Также в этом проекте прозвучат воспоминания о первых руководителях библиотеки, которые, несмотря на потерю зрения во время Великой Отечественной войны, сделали очень много для библиотечного дела. За время существования проекта мы навестили и записали воспоминания 7 читателей.
Но главный результат – это 7 живых историй. Выпуск говорящей книги «Я знаю, я буду помнить». Именно она будет интересна будущему поколению своими уникальными и бесценными воспоминаниями, которые увековечат память о тех, кто был причастен к великой победе.